последние 20 лет. И вот ситуация в стране вот такая вот, какова есть. Если 100 лет назад царь построил Транссиб, то мы никак не можем построить нормальную четырехполосную дорогу с трилитровой полосой от Санкт-Петербурга до Владивостока. Хотя все наши. Битум, нефть наш, гравий наш, песок наш и наши рабочие руки. А мы все дискутируем, куда бы деньги направить на развитие страны. Много говорится о том, что нам нужно вкладывать деньги в экономику страны. Ну я вам уже сказал, сегодня с нами масса денег находится в странах НАТО, в американских и европейских банках. И, наверное, в какой-то степени это антигосударственная политика. И когда один из вице-премьеров говорит о том, мы это делаем для того, что это мы платим за финансовую стабильность в США, но это что за подходы к собственному государству? Русские деньги должны работать в России, должны работать на то, чтобы у вас возникали новые рабочие места, новые заводы. Тогда у нас будет достойная заработная плата, и вам не придется ходить в государственные органы и как попрошайкам просить деньги у государства. Дайте на то, дайте на то. Стыдно, что народ России довели до такой ситуации, когда мы вынуждены ходить и просить: добавьте нам 3 рубля к пенсии, дайте нам социальные пособия суда. Ну, наверное, это неправильная позиция. Нам нужна достойный труд, достойная заработная плата. Тогда мы сможем решить массу тех вопросов, которые есть. Поэтому еще раз подчеркну, есть вопросы, есть проблемы. Пишите.